Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых имени Макарима Хусаиновича Тухватшина представляет виртуальную озвученную экскурсию в мемориальный уголок маэстро башкирской музыки, посвященный юбилею башкирского композитора, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации и Республики Башкортостан Салавата Низаметдинова. Его творчество уже давно стало неотъемлемой частью культуры Башкортостана. Оно поражает разнообразием жанров, от песен до опер, от камерной лирики до хоровых полотен, от инструментальных пьес и ансамблей до симфонических циклов. Произведения Салавата Низаметдинова влекут к себе как профессионалов, так и любителей музыки. Но главное, что, слушая его музыку, не задумываешься о том, что ее автор был лишен одной из самых прекрасных человеческих возможностей – видеть. Оставив без зрения, судьба подарила ему талант музыканта. Взамен способности видеть красоту, природа наградила его даром эту красоту чувствовать, слышать и ощущать. На протяжении всей своей творческой жизни и до самого последнего дня Салават Низаметдинов был активным читателем и большим другом библиотеки для слепых. Прекрасно понимая, что без достойного образования ему не достичь высот, он сделал нашу библиотеку своей опорной базой. В период его учебы в училище искусств, а затем в Институте искусств, библиотекари вслух начитывали ему учебные материалы. Он был большим любителем и ценителем книг. Любил перечитывать классику – Бунина, Куприна, Блока, Набокова, Лескова, Лермонтова. А еще любил поэзию. Тут он интересовался не только классикой, но и творчеством молодых поэтов, ведь стихи он подбирал не только для чтения, но и для работы. Ему нужны были талантливые стихи, которые бы ложились под его музыку. Упор делался, конечно же, на башкирскую поэзию. Став известным композитором и публичным человеком, Салават Ахмадеевич не загордился, не забыл библиотеку. Когда к нему пришло признание, в библиотеке проходили его творческие вечера. Вот поэтому в библиотеке было решено организовать мемориальный уголок маэстро башкирской музыки, где представлены все озвученные и изданные в библиотеке произведения, как его, так и о нем. Выставлены нотные тетради, собственноручно заполненные Салаватом Низаметдиновым шрифтом Брайля к опере «В ночь лунного затмения». Центром мемориального уголка является фортепиано, клавиши которого хорошо помнят руки маэстро. А еще мы гордимся, что в уголке есть портрет Салавата Ахмадеевича, нарисованный и подаренный библиотеке уфимской художницы Верой Фроловой. Книжную выставку открывает 4-й том башкирской энциклопедии, где на странице 424 подчеркнуто, что творчеству Низаметдинова присуща стилевая, жанровая и тематическая широта, философская глубина образов. Музыка отличается ярким мелодизмом, оригинальностью и богатством средств музыкальной выразительности. В справочном издании «Башкирская профессиональная музыка» систематизирован перечень музыкальных произведений композитора, указано местонахождение публикаций и рукописей нот, дана краткая биографическая справка. В книге «Композиторы и музыковеды Башкортостана. Очерки о жизни и творчестве» на страницах 167 по 170 музыковед Николай Спектр пишет о композиторе. Можно по-разному относиться к тому, как объединяет Салават Низаметдинов в своих авторских концертах музыку классической и эстрадной ориентации. Можно спорить о правомерности взаимодействия этих музыкальных потоков в тех или иных случаях. Но одно безусловно. Композитор вслушивается в сегодняшний день во всей его пестроте. Он живет в этом мире и дает его срез в собственном восприятии, отчетливо представляя себе, что прекрасно и что безобразно. В книге «Всем на удивление» музыковед Гульназ Галина написала на башкирском языке творческий портрет Салавата Низаметдинова, стремясь к новым высотам. На выставке также представлены сборники песен композитора с нотами на башкирском языке, «Полевые цветы», «Наперекор волнам» и на русском языке «Романсы». Юбилейный сборник «Наперекор волнам» представлен на 4 дисках. В разные годы библиотека для слепых издавала в звуковом варианте его песни и произведения для симфонического оркестра.
В 2003 году вышла первая электронная книга «Восхождение», посвященная жизни и творчеству композитора. В 2007 году вышел электронный полнотекстовой библиографический указатель «Маэстро 50». В 2012 году к 55-летию композитора электронный полнотекстовой биобиблиографический указатель «Несломленная нота». Книга воспоминаний «Салават. Исповедь» несколько лет писалась с его слов музыковедом Викторией Симоновой. Библиотека для слепых выпустила это издание шрифтом Брайля в 3 книгах в 2013 году и озвучила на одном MP3-диске. В этой книге искусно перемежаются исторические персонажи и воспоминания прошлого, реальное настоящее и возможное будущее. Цитата из вступительной статьи книги музыковеда Виктории Симоновой. Он стремился рассказать о своем времени и о себе так, чтобы стали более понятны, по-человечески оправданы и прощены его поступки. Но в его покаянии не только мольба об отпущении грехов. Нет, он был человеком гордым и уверенным в своем таланте и предназначении. Он знал себе цену и знал, что его музыка перешагнет границы отпущенного ему времени и обязательно пригодится людям. Салават Ахмадеевич успел много, но далеко не все, что задумал. Он дал многим пример героического преодоления недуга и образец поразительного трудолюбия. Нельзя падать духом, Бог нам дал эту жизнь. В любой ситуации есть какой-то выход. Когда мне плохо, думаю, вот я незрячий человек, а вот едет женщина или мужчина в инвалидной коляске. Я счастливее их, могу ходить, могу любить. Я же не зря живу, у меня были и есть радости в жизни. Я счастливый человек, говорил он. Салават Ахмадеевич Низаметдинов был певцом жизни и любви и продолжает жить в своих песнях, в своих учениках, в своих детях, в памяти тех, кто его любит и помнит. Спасибо за внимание.